Здравствуйте, уважаемые радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск сегодня». У микрофона редактор Мария Ким, за пультом мои коллеги Мария Новгородова и Екатерина Голикова. Завершается стажировка курсантов кадровой программы «Якутия. Земля героев» в районных и городских администрациях. И у нас в гостях настоящие герои нашего времени, ветераны специальной военной операции, которые прошли через неимоверные испытания и являются живыми примерами мужества и патриотизма. Мы рады приветствовать у нас в студии Леонида Филиппова, Михаила Копырина и Владимира Жексымбаева. Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо большое в первую очередь, то, что вы уделили в своем плотном таком графике время и пришли к нам на программу. И, конечно же, хотелось бы узнать всего вот с самого начала. Как вы узнали о программе «Якутия. Земля героев»? Михаил начнет. Да? В том году, по указанию нашего президента, всероссийская программа же была, да? «Время героев». «Время героев». Да, вот я там тоже попробовал подать документы, но, к сожалению, финальный этап не дошел. В этом году вот, президент поручил всем регионам создание таких программ, чтобы в регионах тоже были управления участника СВО, патриоты. Вот, и вот в начале апреля об этом Высшая школа инновационного менеджмента при главе озвучила про эту программу, и в апреле я подал документы. Узнал я и от знакомых, и по СМИ, считай. И вот подали документы в апреле, там тестирование прошли, собеседование, и финальный. Попали в группу. Вот мы 25 человек. Вот сидим здесь в студии. 25 человек, да. И, и обучение началось в июне, очно. Я так узнал. Владимир. Точно так же при общении с Фондом защитника Отечества я узнал о программе кадровой «Время героев». Проходил туда отбор. И в ходе прохождения отбора узнал о нашей программе, которая реализуется регионально, «Якутия. Земля героев». Точно так же подавал заявку и туда, и туда. Прошел на «Время героев» на дистанционный формат обучения. И на «Якутия. Земля героев» точно так же прошел. Вот у нас 25 человек из 600 поданных заявок прошли отбор по Якутии. Такой плотный отбор, я скажу, да? 60 человек. Требования были там у нас серьезные. Леонид? Я также узнавал от знакомых, СМИ. Я еще вот по приезду с СВО услышал, что вот кто участвовал на специальной военной операции, они будут, как примером и обучаться. Вот. Программу еще не озвучили, я уже, уже узнавал. И вот в прошлом году я закончил Северо-Восточный федеральный университет, юридический факультет. И после этого я сказал себе уже, больше учиться не буду. Все тогда. Да. И вот когда узнал про программу, я сразу же в первую очередь подал заявку, и вот все остальные этапы прошел. И сейчас у вас уже практическая часть проходит, вы проходите стажировки. Буквально я хочу сейчас отвлечься на то, что Владимир до начала нашей программы рассказал о том, что программа «Время героев», она вот такое название имеет практически по всем субъектам Российской Федерации, и только у нас. Наша программа называется «Якутия. Земля героев», и она у нас при нашем личном ВШИМ. Вот хотелось бы, чтобы вы тоже эту историю рассказали и телезрителям, и радиослушателям. Да, у нас, получается, реализуется наша программа, имеет название отличительное «Якутия. Земля героев», реализуется преподавательским составом ВШИМа с привлечением, по общей федеральной программе. Она у нас не отличается по тематическому плану. Только лишь что-то большее нам от себя дают наши преподаватели, сверх по нашим вопросам. Возможно, мы можем обратиться, какие-то в ходе прохождения стажировки, так как они у нас здесь находятся, в ходе практики. Если у нас появляются какие-то вопросы теоретически связанные с теорией, чтобы там где-то как-то мы с ними взаимодействуем, они нам тоже в этом направлении помогают. Нам удобно, что лично мне, что у нас находится преподавательский состав здесь, и мы можем в ходе стажировки с ними проконсультироваться. Очень удобно, да.
То, что на местах. То, что на местах. У вас теоретическая часть прошла, сейчас вот практическая часть подходит практически к концу, да? У вас там буквально считанные дни остались до конца стажировки. И я хотела бы вот у Михаила узнать, где вы сейчас проходите стажировку, с кем вы встречаетесь и какую работу вы там на местах у себя проводите. Ну, из 25 человек 8 оставили в городе Якутске, как самое большое муниципальное образование, вот город Якутск. Но у нас вот сейчас очная тема прошла блок по местному самоуправлению, поэтому вот из 25 вот 8 мы остались, а остальных все в районы отправили. И наши ребята, сокурсники там проходят очень интересную стажировку на местах. И вот 8 нас тут оставили. И Евгений Николаевич, глава нашего города, поставил такую программу, чтобы охватить все, как бы, да, всю сферу города. И мы вот по 5-4 дня по блокам ходим, ознакомливаемся с работой. И где очень интересно, да, вот, например, по нашей теме или так далее, мы спокойно можем вернуться в тот блок и каждый день вот, ну, собирать информацию и так далее. Программа хорошо поставлена, мне очень нравится. Я вот, например, с 8-го года живу в городе, и вообще некоторые вопросы вообще, оказывается, не знал даже, да? Очень интересного для себя узнал, поэтому я считаю, что очень интересная стажировка проходит. Так, что еще сказать? Ну, больше всего, что вас лично самого заинтересовало? Самого заинтересовало? Вы, я так понимаю, в мэрии же проходите стажировку? Да, в мэрии прохожу. Ну, что сказать? По линии вот самой главы, да, то, что он сейчас у него, когда у него был, сам очень проходил по алкоточкам, да, вот, например. Бич нашего времени сейчас, да. Так скажем. Оказывается, там, я думал, просто на уровне так мэрии, оказывается, там не так. Там сидит и прокуратура, и МВД, и Министерство предпринимательства, ну, кто лицензию выдает. Вот все такой большой круг общения, и просто вот так, ну, дорожную карту создают и по ними работают. Так что это не просто на словах, а очень большая такая комплексная работа, связанная с прокуратурой, МВД и с мэрией, да, считаю. Очень большая работа идет. Евгений Николаевич его возглавляет, и я очень рад этому вопросу. То, что вот, и как меня, вот как я же деревенский, так скажем, да, сельский человек. И вот самое то, что меня удивило, это управление сельского хозяйства вот города. Она является тоже, как сказать, локомотивом нашей республики по сельскому хозяйству. Тут крупнорогатого скота так же много, как и в больших районах. Даже по сравнению с горным районом, да, тоже она же является большим по сельскому хозяйству. И они наравне с ним идут. Наш город Якутск. По количеству поголовья? По КРС, да, и по сдаче молока, например. Я вот этого, например, не знал вообще. Я думал, тут вообще очень мало по сельскому хозяйству. Так, что еще? Ну, еще много сейчас вспомнить, скажу. Хорошо. Владимир, вы где проходите? Мы проходим стажировку, вот как Михаил сказал, у нас в городе Якутске. Да, Евгений Николаевич, он вовлечен очень в это. Здесь он действительно имеет опыт преподавательский, насколько я знаю. Подход у него был очень конструктивный. Он разделил нас всех, закрепил за своими заместителями. У каждого заместителя имеется свой блок. И проходя стажировку, и по нашему желанию, какие нам необходимо развить компетенции, кто какое направление в дальнейшем профориентации себе выбирает в рамках обучения этой кадровой программы, как бы Евгений Николаевич такое распоряжение дал, что если есть желание, как Михаил уже отметил, что вы можете какого-то заместителя там попросить, либо направить в какой-то отдел управления, чтобы больше проконсультироваться у них для дальнейшего. У нас по итогам учебы будет выпускная квалификационная работа представлена как защита, как в окончании. И поэтому, если вот у нас есть какие-то вопросы именно со стороны практики к нашему проекту, выпускной работе, то вот как бы мы это озвучили. Евгений Николаевич сказал, да, конечно, там вот можете ориентироваться. Также нас обеспечили всех рабочими местами, компьютер, принтер, все имеется для и теории, и практики. Отдельный кабинет выделен под всех 8 человек.
У нас очень все хорошо организовано. Ну и так же, как мы с товарищами, со своими общаемся по учебе. В районах все также обеспечены. Все, вроде как все руководители очень вовлечены. Ну, потому что данная программа реализуется у нас, конечно, по инициативе первого лица. Да, ее возглавляет, да, Александр Сергеевич, поэтому я думаю, там особо никто и, ну, все вовлечены в то, что сейчас страна находится в такой ситуации, что необходимо обучаться. Вы для себя что нового? Ну, мне кажется, с каждым днем что-то все новое и новое, да? Столько всего информации. Вы где проходите? Я И также по какой вот, же сфере? И в каком направлении вам больше всего нравится работать? я также прохожу в мэрии города Якутска, окружной администрации. Ну вот, первый день мы встретились с Евгением Николаевичем, разговаривали. И первый блок был у меня, я у него. Ну, то есть 4 дня был у него. И, ну, я в основном был у него всегда совещания, встречи. И вот когда с Евгением Николаевичем вдвоем в кабинете разговаривали, мне очень понравилось то, что у него политика. Он поддерживает, ну, сам он спортсмен, в молодости тоже тренировался. И я тоже считаю, что люди, которые вот все должны заниматься, ну, хотя бы в школе, базовую. Спортивную подготовку, да. И, ну вот, сейчас в данное время все заместители у всех был, все, которые они курируют вопросы, у всех, ну, почти, можно сказать, все обошел, узнал, деятельности много чего узнал, много чего, оказывается, я вообще не знал. И мне очень понравилось вот первый заместитель главы Гаврилев Георгий Игоревич. Он тоже сам утром на работу иногда на велосипеде приезжает, иногда вот бегает, плавает, триатлон тоже занимается. Он мне тоже дал вот как человек с большим опытом советы. Вот так вот, в общем, стажировка проходит. Леонид как спортсмен, вот очень, да, вот внимание на это. Ну да, это правильно, конечно, в любом случае, в здоровом теле, здоровый дух. И мы, надеюсь, все к этому придем. Хотелось бы, вы уже просто сами воочию увидели, да, сколько вообще насколько многозадачная работа в районах, в администрациях, в органах местного самоуправления. Это представляете, да, вот это вот, как весь этот объем. Те же самые, вот вы побывали на совещаниях и на этих собраниях, и, наверное, ну вот опять же, да, вы делитесь, то, что какой большой объем работы. Да, они вот, у них блокнот. И представьте, когда сколько сфер. А сколько дней осталось до конца? До 30-го. До 29-го. На следующей неделе уже у нас. Да, в среду у нас защита. Защита будет. По стажировке. Защита проектов же у вас, да? Защита стажировки. Защита стажировки. Уже как у кого желание есть, там, с презентацией и так далее, кто как будет защищаться, уже как бы личное дело. Как мы будем свою защищать работу. Ну, я вам желаю успехов в любом случае. Ну, вам, я думаю, что вообще уже ничего не страшно после всего того, что вы прошли. И я хотела узнать, после стажировки что будет? Ну, у нас учеба еще до мая. После стажировки мы обратно уходим на свои работы. А потом третий у нас блок начнется в январе. В январе там по хозяйственным субъектам очная форма, потом мы стажировку проходим тоже в хозяйственных субъектах. Наше правительство, ну, нашей республики, получается, и до марта, по-моему. А потом потом у нас как бы время для написания диплома, и в мае мы защищаемся. 8 мая окончание программы. Так же, да? 8 мая. 9 мая выпуск. Или 9. И вы первый поток? Да, мы первый поток. Из 25 человек уже такая команда. Поэтому у нас очень такое внимание, ответственность для нас. Ответственность, да. Да, ответственность для нас, чтобы, да, мы все должны ну, это мы все понимаем, поэтому все вместе держимся. Даже, какие-то у кого какой-то вопрос будет, все вместе решаем. И я думаю, тоже так же достойно все закончим. Проблем не будет. Что для вас вообще самого лично вот эта вот программа дает самому?
Ну, так как я уже на момент поступления на кадровую программу я уже работал в администрации города, то, конечно, только начал свою работу в апреле месяце, как бы теоретически еще каких-то нюансов я, например, не знал, да. Ну, мне помогает это в моей работе, занимая должность руководителя администрации села Пригородного. У меня у меня хороший заместитель. Татарченко Кристина Сергеевна, она очень давно работает в администрации, и как бы с практической стороны тоже подсказывала мне всегда, какие у нас наши направления, каким образом реализуются. Ну, с практической точки зрения я, конечно, сейчас в ходе второго блока, где мы подробно изучали нормативную базу по МСУ ведения, здесь я много для себя, как бы теория плюс практика, здесь у меня сложилось общее понимание о работе. Вот вы сказали так хорошо про заместителей. Подтвердите, да, то, что от заместителей, от их работы качественной, хорошей, тоже очень много зависит. Конечно. Они практически правая рука. Да. Мгм. Так оно и есть. Мгм. Вы, для вас что? Вот эта вот программа, после программы что будет у вас лично? Ну, я в 2008 году после окончания учебы поступил на Институт физической культуры и спорта, и оттуда ушел в армию. И когда пошел в армию, служил срочную службу 1 год, и по желанию остался еще на 3 года служить. И вот по приезду устроился сразу в силовую структуру, и с того момента вот до сих пор служу вот в силовой структуре. И сейчас вот хочу поменять свою деятельность, так скажем. Поэтому вот эта учеба мне очень интересная, очень дает много полезного для себя. Ну и Это время возможностей. Якутия, Да. земля героев, это опять же вот время возможностей, когда можно поменять, когда можно пойти и в управленческую деятельность да, и вносить уже вклад Да, в развитие вот. своего родного района, республики, Республики. страны. ну все, я вот Ага. как А, спортсмен, Мгм. как спортсмен вижу себя в сфере спорта. У меня в планах очень много интересного. Ну, пока у меня в планах, я пока озвучивать не буду. Ну вот. И вот в данное время вот прохожу стажировки, и вот пользуясь моментом, собираю много информации, вот именно внутри, ну вот политики. Ну, спорт тоже относится, Да. поэтому много полезного узнал, можно сказать. Мгм. Ну, мы ждем тогда, да, буквально после мая месяца уже будем смотреть практически по какому пути вы пойдете, и будем следить и за тем, что происходит уже после этого обучения у вас по этой программе. А вот в 14 районах, то, что вы видели, да, ваши коллеги там проходят практику, стажировку, как они там на местах, допустим, город Якутск, это понятно, это вообще практически очень большой, да, такой вот город, а там они в районе делятся с вами своими этими Конечно, у нас свой WhatsApp-группа есть, своя WhatsApp-группа, и каждый день делится. Очень, походу, хорошая стажировка проходит в Нюрбе, в Чурапче, интересные. да. Кто еще? На Ленске, да, походу, там наш десант хорошо проработал. Ну, Очень вот, активно. да. Ну, в Ленске Назар Иннокентьевич там еще и сам ходит, помогает. Да. Помимо того, что он Да. стажировку проходит, он еще и помогает семьям участников СВО. Да. А он же там не один. Их там двое с Решатом Аюповым. Ага. Ага. Ну, Назар Иннокентьевич, он человек с большим сердцем и с большими этими, да, силой, энергией, так скажем. Главный врач. Везде, он везде. Главный врач Оленёкской больницы. Да, Мгм. тоже амбиция. Ну, молодец большой. Мгм. Ну, я рад за них. Они очень хорошо прорабатывают свои идеи и так далее, и помогают по месту
там по возможности помогает. Я очень рад за них. Мы сейчас буквально на несколько минут уйдем на рекламу, а потом уже продолжим. Уважаемые радиослушатели, телезрители, мы продолжаем нашу беседу с курсантами кадровой программы «Якутия. Земля героев», инициированной главой республики Айсеном Николаевым. Я хочу сейчас узнать про ваших наставников. Так, мой наставник Колденников Алексей Засимович, генеральный директор Сахатранснефтегаза, мой генеральный директор, я там же работаю сейчас, поэтому, скорее всего, он взял меня под свое кураторство. Да, под свое кураторство, да. Я бы сказал, что кураторы все известные люди, ребята тоже расскажут. Алексей Засимович, прежде всего, я себя считаю все равно инженером, да. У меня инженерное образование, всю жизнь работал в газовой сфере, поэтому я себя считаю инженером. Просто момент был, надо было пойти, да, дать долг своей родине. Добровольцы. Да, и Алексей Засимович тоже является инженером, горным инженером. Он очень многое знает, даже в нашей сфере и даже в других сферах, да, в других, горно-рудным и так далее. И еще у него очень большой опыт работы в правительстве, поэтому каждый раз при каждой встрече я от него очень много узнаю. И сейчас мы работаем над дипломной работой. Когда я был? Позавчера, да? Позавчера у него был, и мы точно определились, над чем я буду работать, и уже начинаю собирать информацию по своей дипломной работе. Она, конечно, связана с моей специальностью газификации, но это потом к весне, так скажем, раскроем, выйдет на свет. Так что я очень благодарен своему куратору, да, то, что у него тоже очень плотный график, и для меня находит еще время и занимается мной, так скажем. Пользуясь случаем, да, передаю большую благодарность своему куратору. Владимир. Да, как Михаил сказал, нам раскрыли, не знаю, секрет, не секрет, преподаватели ВШИМа нам сказали, что наставников нам распределял Арсений Сергеевич лично. У него были наши дела, да, сказали, наши, как сказать, объективки. Закреплял он за нами наставников. Мне, я хочу сказать, что достался, наверное, самый лучший наставник, это Сардан Михайловна Гурьева. Она уполномоченная по правам человека. Ее вовлеченность, она колоссальная. Она лично со мной на связи 24 часа в сутки. Да, в ходе первого блока обучения стажировку я проходил у нее в аппарате. Сейчас, как мы проходим в МСУ, по каждому вопросу она имеет большой опыт работы государственной службы. И как юрист она стояла у истоков создания многих нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность муниципальной службы. И во многом очень компетентная и понимает. Она со стороны точки теории и практики всегда мне объясняет моменты. И темы, которые я прохожу, в тех блоках, где я прохожу стажировку, где-то я даже что-то не так понял. Она всегда спрашивает меня, расскажите, Владимир Николаевич, как там у вас? Если не при личной встрече, то по телефону всегда. Даже находясь в отпуске в своем, в ходе этого блока обучения, с разницей в 6 часов, мы все равно с ней оставались на связи. Да? Вечерами мы с ней созванивались, и я в свободной форме докладывала о проделанной работе. Да, также она координирует и тему проектной работы, выпускной нашей квалификационной. И в целом на собственной практике мне всегда приводят примеры, что там результаты такие-то, такой-то деятельности приводят к таким-то последствиям, и положительный и отрицательный опыт она передает. И, я считаю так, что опыт его не научишься, его можно только получить. И Арсений Сергеевич нам, я думаю, всем выбрал наставников. Все занимают руководящие должности, и все имеют большой опыт практики. И, насколько я знаю, у нас наставники у всех достаточно вовлечены в наш образовательный процесс. Леонид, у вас? Так, у меня наставник, заместитель руководителя АГИ Гаврилев Юрий Кириллович. Он тоже является спортсменом, рекордсмен республики по якутским прыжкам.
И он тоже многое время проработал в правоохранительных органах. И когда вот еще не назначали наставников, я хотел, ну, чтобы был он именно мне, потому что он, ну, подходит, интерес у нас будет, ну, совпасть. Так. Ну, он человек тоже уже имеет достаточно опыта и тоже делится своими, дает советы. Мне вот, когда прохожу вот стажировку, мне когда вот дают советы, мне очень нравится. Я вот в блокноте, у меня отдельный лист есть, я там записываю, что мне дают советы. А про деятельность я могу узнать, ну, в ходе работы. Поэтому, когда вот дают советы, мне очень нравится в плане. Но не обязательно пригодятся в работе, тем более тех, от которых хочется перенять опыт. И все. Ну, опять же, наверное, в такой тесной взаимоувязке, как и у ваших, да, однокурсников. Ну, у нас, ну, самое вот в нашей программе, да, то, что мне уже дало, да, много вот дает, нравится вот наши лектора, да, лектора, это работающие люди, да, на правительстве, министерствах. Лекторы это приходят, министры приходят, зампреды приходят. До этого мы-то их только видели по телевизору, так говорится, да? А тут из первых. А вот они вот стоят и рассказывают, делятся своим опытом. Обычные простые люди, оказывается, но с очень большим опытом и знаниями. И вот они делятся и по жизненному своему опыту, и, ну, и по законам, ну, по НПА, да, так скажем, нормативкам. Мне вот самое много то, что дало, это то, что лекторы это вот работающие вот на руководящих должностях люди. Мне вот это очень от них вот очень хорошо заходит то, что они рассказывают. Ну и, конечно, я очень благодарен работникам ШИМа, нашим тоже, ну, они тоже подруги, да, как себя вести, вот как сидеть тут вот тоже, когда вот тут сижу, вспоминаю, тут слова Натальи Альбертовны крутятся. Тоже ему очень большая благодарность, ректорату и вот работникам ШИМа. Тоже они очень, ну, в программах очень хорошо поставлены, сделаны. Наверное, все равно вот Леонид так хорошо уже сказал, что вот советы, вот, которые ему, он все записывает в блокнот, а вот у вас, вот чей совет вы всегда запомните все равно на всю свою жизнь управленческую практически? Ну, я, скорее всего, вот этого Никита Григорьева. У него тоже политика тоже связана вот со спортом. И вот я в крайнее время тоже много думал, много мыслей приходят, вот, как он давал советы, дает советы. Поэтому у меня сейчас, ну, пока в стадии, в планах, и у меня все в голове пока. Озвучивать не буду. Хорошо. Ну, мне, конечно, Сардана Михайловна, направление по развитию компетенций, она всегда говорит мне, что, и она сама говорит, что сейчас, уже имея большой опыт, все равно продолжает учиться чему-то новому, потому что время меняется, меняются технологии, она рекомендует всегда учиться. Она говорит, это не последнее ваше образование, она мне сказала, что надо будет, хотите достигать, учиться всегда надо. Ну и как юрист она, и как госслужащий, она говорит, что у хорошего, настоящего государственного служащего его деятельность всегда должна быть открытой, законной, справедливой, да, и как бы независимой, и необходимо быть для госслужащего эмпатичным. Надо через себя уметь пропускать и слышать и слушать людей, в какой бы сфере ты ни работал. Вот как бы я стараюсь себе развивать эти качества для того, чтобы соответствовать требованиям общества и как бы внести свой вклад, чтобы не просто так отучился, занял какую-то должность и начал там в своих интересах работать. Я бы хотел, чтобы наша учеба и в дальнейшем моя деятельность принесла вклад в общество, как и до этого. У вас, Михаил? Ну, я всегда по жизни пытаюсь быть справедливым.
Ну, и как учили мои родители, как воспитывали. Надо быть честным, справедливым. Ну, и вот в течение жизни, да, это все я прорабатываю, всегда держу. И самое главное — это любить своих близких, свою родину, делать что-то для развития для них. Ну и быть справедливым, да, быть открытым, честным. Если ты честный, ничего, вот все как есть. И главное, что перед собой надо быть честным, да? Тогда у тебя внутри, как говорится, душевный покой. И ты ничего там не скрываешь, ничего, туда энергия у тебя не тратится. Все идет во благо развития. Ну вот, у меня, скорее всего, от родителей вот так в основном идет. Ну, у вас такой вот ответственный первый поток. 25 человек, ага. У нас телефонный разговор. Телефонный звонок. Давайте наушники наденем. Сейчас нас мои коллеги нас подключат. Да, здравствуйте. 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 Прямой... Алло. Алло, да, мы вас слушаем. Так, я вот ребятам хотел бы пожелать. Вы слушаете или записываете? Не, мы слушаем. Слушаем. Вы просто слушаете, да? Пожелать, чтобы они ворвались в элиту, именно ворвались в элиту, скажем, региональную хотя бы элиту, и в хорошем смысле превзошли всех своих кураторов. Все, спасибо. Спасибо за ваш вопрос. Ага. Спасибо. Я хотела бы узнать в этом моменте еще, знаете, вот вы такой первый ответственный поток, яркий пример для тех, кто придут уже после вас и будут на вас же, смотрите, с вас пример брать. Я хотела бы узнать, вот как, что бы вы посоветовали новичкам? Кто начнет? Во-первых, хотелось бы, чтобы скорее закончилась эта война, чтобы наши братья оттуда приехали, все живые, здоровые. Да, и мы к этому должны быть готовы, да. Мы, общество, республика, правительство, даже правительство и России, все должны быть готовы к окончанию войны, к возвращению наших ребят. И мы будем стараться для этого. Но как сказать, то, что от меня требуется, я все буду делать, да. Но я ребятам, которые оттуда вернутся, да, все равно же после войны будет все равно как бы экономический упадок, и мы должны обратно восстановить, да, развить нашу страну. Я думаю, я верю, что наши ребята, которые там патриоты, да, которые борются за нашу страну, они и тут по-любому будут стараться, чтобы наша страна тоже развивалась. Просто мы, когда они придут отсюда, просто мы их, первое время все равно они должны пройти реабилитацию. Психологи очень нужны будут к этому, квалифицированные, имеется в виду, да. Мне тоже, например, очень помог психолог. И вот, во-первых, общество должно их принять. Самая большая помощь для ребят — это семья. Семья должна принять своего мужа, да, брата, сына, и принять, и вернуть его как бы. Самая большая помощь от них ждет все равно мужчина. Поэтому семья должна к этому быть готовой, принять его, а потом дальше, как говорится, мы, братья, дальше поможем. Даже по трудоустройству. Все равно очень много наших учреждений и так далее все равно к этому ориентировано. Все равно всех трудоустроят, работа будет, и я верю, ребята, что они все справятся. Главное, что первый момент реабилитации, вот это все хорошо пройти, а потом уже дальше все пойдет. И вот наша программа, я надеюсь, не закончится. Она долгосрочная. Да, и каждый год из них хорошие ребята, лидеры и так далее, все равно будут пробиваться, и нас как бы будет становиться все больше и больше. Я точно так же хотел бы пожелать ребятам нашим скорейшего возвращения, чтобы все семьи встретили своих героев.
чтобы ребята по возвращению своему не стеснялись, шли на обучение, потому что федеральных программ по-настоящему существует много сейчас по кадровых для государственной службы. Так же, как и «Лидеры России», и там Муравьев Амурский, я знаю, такая программа реализуется. Во всех этих программах есть квоты, чтобы ребята знали, если кто-то услышит, для СВО. Везде ребят как бы встречают охотно, понимая, что профиль военнослужащих с государственной службой расходится. Значит, там есть для них как бы понимание, их координируют эксперты этих программ. Ну и также в каждом регионе реализуется, как вы уже сказали, вот программа «Время героев» федеральная. Она по поручению Владимира Владимировича организуется всеми главами субъектов. Да, и как наша вот программа «Якутия. Земля героев» нам сказали, что он долгосрочный, отбор будет продолжаться, и образование будет продолжаться. Я бы хотел пожелать ребятам, чтобы все возвращались оттуда живыми, здоровыми. Те, кто сейчас находится уже по тем или иным причинам в запасе, чтобы ребята шли, получали образование и вносили свой вклад, свое видение, так как мы все являемся патриотами, все ребята являются наши передовиками, никто в сторону не смотрит Запада, там каких-то переездов и так далее, поэтому все ребята готовы внести свой вклад, не сидеть дома там и непосредственно принять участие в выполнении задач, поставленных стратегических Владимиром Владимировичем, Асей Сергеевичем. Они все благородные, и вместе мы их достигнем быстрее. А достигнем мы их, безусловно. С ними, без них, неважно. Ну вот эта вот программа, конечно, в любом случае дает такой большой импульс в этом направлении. Леонид. Ну да, безусловно, сейчас скорее бы закончилось все это. Как мы до этого хорошо жили, оказывается, да, до 2020 года. ковид у нас, потом СВО. И, конечно же, вот по возвращению наших боевых товарищей, реабилитация — это в первую очередь. И, конечно, я постараюсь, все, что от меня требуется, я все, конечно, помогу, расскажу, куда можно. И сейчас у нас в республике очень много кто поддерживает СВО, да, допустим, вот СУФО тоже есть, там бесплатно можно получить образование. Вот в Министерстве предпринимательства там тоже для участников СВО много программ. Поддержки, очень много да. направлений в этом направлении. И вот в ходе стажировки я узнавал, и вот кто обратится, я, конечно, буду всем советовать. Мне кажется, тоже вы для следующего потока станете, может, у кого-то даже и наставником. Да. Спасибо большое. Наша беседа, к сожалению, подошла так быстро к концу и очень быстро казалось, да. Спасибо большое телезрителям, радиослушателям, вам огромное спасибо и успехов во всем. Спасибо.